Почему подростки совершают преступления, зная, что грабить, воровать и оскорблять плохо? Этот и другие вопросы были подняты в первой школе имени Баграта Шинкуба по инициативе аппарата уполномоченного по правам ребенка в Абхазии. Такая встреча была проведена впервые, а классный час посвящен теме правонарушений и ответственности. Основная цель – ознакомить учащихся старших классов с такими понятиями, как правонарушение, преступление, проступок и ответственность, научить их быть законопослушными и выражать свои взгляды. И наш уголовный кодекс в статье 19 содержит довольно-таки большой перечень всех деяний, за которые человек уже с 14 лет может нести уголовную ответственность. Тема правонарушений подростков на сегодняшний день актуальна. Чаще всего такие ситуации происходят ввиду незнания ими законов. На заданный вопрос «почему ты это сделал?» школьники обычно отвечают «не знал, что это наказуемо». Начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД Альбина Григолия озвучила статистику подростковых правонарушений в нашей стране с 2019 по 2023 годы. Так, за 5 лет 55 подростков совершили преступления уголовного характера, а на учет были поставлены 182 ребенка. В 2022 году несовершеннолетними было совершено 8 преступлений, и на учете состояло 29. В 2023 году было несовершеннолетними совершено 11 преступлений, и на учете состояло 35 несовершеннолетних. Приведенная статистика каждый год меняется. Число находящихся на учете то больше, то меньше. Причины разные, однако в основном правонарушителя, который, по мнению работников, исправился, снимают с учета, что и сказывается на цифрах. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия провела небольшой интерактив «Вопрос-ответ», в котором учащиеся активно участвовали и приводили примеры правонарушений и преступлений. Он систематически, без уважительной причины пропускал школу, он мешал проводить занятия, очень шумел, нецензурно выражался и мешал педагогу проводить урок. Как вы думаете, к какому из этих понятий относится поведение мальчика? Да? Проступок. Проступок, все верно. Давид, как вы считаете, сразу его будут ставить на учет подразделения? Если он перейдет грань, этих проступков, если их будет, также зависит от какой характер поступка. Он может быть поступок незначительный, а может быть более серьезный. Министр внутренних дел Роберт Киут, который присутствовал на встрече, отметил важность проведения таких мероприятий для профилактики правонарушений среди подростков. Проступок – это первый признак того, когда ребенок пытается себя как-то обозначить, наверное, скорее всего, показать перед своими сверстниками, где-то, как мы любим обычно себя утвердить. Мы, потому что все были детьми в таком же возрасте, как и вы, чтобы вы понимали. Но когда совершив проступок, сам ты не осознаешь, что ты сделал такое деяние, оно потихоньку переходит в правонарушение. С правонарушения недалекий путь до преступления, поверьте мне. Я вам скажу так, что самое главное – это учеба, которая вам необходима будет везде по вашему жизненному пути. К сожалению, в нашей республике, как и во всем мире, правонарушения и преступления среди несовершеннолетних имеют место. Это говорит о необходимости проводить такие встречи чаще и больше, чтобы помочь подросткам сделать правильный выбор и выводы. Валерия Перцхелия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.